Эти машины в доильном отделении именуются каруселью. Есть и родильный блок, сухостойное отделение, пройдя несколько десятков метров, телятник и кормоцеха. Но главное богатство мясомолочного комплекса кроется здесь, где содержится 600 голов крупнорогатого скота, из которых 160 дойные коровы и 180 телят. После долгого простоя предприятие вновь набирает обороты, и сегодня здесь трудоустроены 40 человек. Данное предприятие находится у меня в аренде с 25 декабря 2023 года. На начало действия договора на данном предприятии отсутствовал скот. Мы завезли скот, начали с 250 голов. На сегодняшний день довели его до 600 голов вместе со шлейфом, вместе с коровами, откормочными быками. Корма, которую вы сейчас видите на кормовом столе, у нас в основном закупочные. Средний суточный надой молока на одну голову около 17 литров. По данным Минсельхоза региона, на внутреннем рынке уже реализовано 100 тонн молока и порядка 4 тонн мяса. Цена на 10-15% ниже рыночной. Мы уже реализовали 4 тонны мяса по цене 470-480 рублей за килограмм. Молоко у нас по цене 50 рублей реализовывается населению. Мы уже реализовали 100 тонн молока. Молочно-мясной комплекс Сагапши построили в 2015 году. Он является особо значимым объектом АПК республики. На строительство комплекса выделили свыше 700 миллионов рублей. Сначала производство шло, закупили коров и оборудование для переработки, но позже процесс встал и было принято решение передать предприятие другому арендатору, а именно СПК «Мецхал». Я первый год туда ездил, второй год ездил. И очень плачевно состояние было. Мы там инвесторов хотели, одних привлечь, других. И сложность была. И сегодня вот зашел там парень, вот Зелимхан, он наш местный. Молоко уже покупает у него других регионов, ближайших наших соседей. Значит, он мясо поставляет. Для полноценной работы после долгого простоя предприятие нуждалось в материально-техническом обновлении. Специалисты отремонтировали нерабочую технику и провели реконструкцию нескольких корпусов. Молочную карусель налаживали, потому что карусель была в нерабочем состоянии. Мы поменяли дематроны, поменяли оборудование, платы, которые сгорели. В данных корпусах мы поменяли, починили и поменяли некоторые агрегаты скреперов, то есть система навоза удаления. Провели косметический ремонт. Новый арендатор предприятия пытается возобновить производство. Среди них дойные коровы разных пород, бычки на откорм и молодняк. В планах также производство молочных продуктов. Глава региона поручил обратить внимание на юридическую часть передачи имущества в аренду. Чтобы было правильно юридически оформлено в правовом поле документы на аренду, помещение, разделить его собственность, то, что он заплатил, то, что он приобрел, то, что собирается делать. Вы считаете? Я только одно хочу. Пришел ты, ажал суну дуахулухда о камыны нага мохадва. Ер нормально реализовать для охоз бол хабей. Ходи еще делать. Когда у нас будет здесь прекрасные коровы, прекрасное молоко, свое молоко, свой сыр. Понимаете, Если более подробнее о планах, то речь идет об увеличении поголовья до 2000 и строительства молокоперерабатывающего завода. Для большего производства молока необходим соответствующий уровень реализации. К примеру, достигнув показателей 120 тонн молока, девать его просто будет некуда. У нас уже готов проект молокозавода. Этот молокозавод, вернее, закладка первого камня молокозавода у нас состоится 7 числа этого месяца. Проектная документация уже практически завершена. Этот завод будет в Малгобеке. Это перерабатывающий? Это уже перерабатывающий завод. Мы с компаньонами решили уже сами. Мы не смогли найти сбыт в республике и решили уже сами сделать переработку. Ну, с компаньонами. Это как будет отдельное предприятие. Сыр, творог, молоко пастеризованное 3,5 и 2,5% жирности. И сыры, твердые и мягкие сыры.
кефир ну, и остальная молочная продукция. Надеемся закончить его досрочно. У нас год на строительство. И 80 человек рабочих мест мы тоже там надеемся создать. Глава республики оказывает нам содействие в этом плане. Конечно, есть и недостаток сельхозземель для собственного производства кормов. Не хватает техники. Как рассказал арендатор, этой проблеме внимание уделил лично глава республики. Адам Мережков, Магомед Героев, Магаз 24.